Мы продолжаем наш разговор с Олей Гончаренко, участницей группы Коло Йоло. Особенность вашей группы, вот в чем она? Ни в чем. Хороший ответ. Идем дальше. Ну как ни в чем? Я думаю, Абсолютно. что Мы такие же люди. Миллион музыкантов, которые творят. Ну, то есть каждый человек — это как звезды. Вот для меня музыканты — это звезды. И все мы, все люди и все музыканты, которые творят, они горят, и они формируют вот эту красоту, когда мы смотрим на ночное небо. А мы все одинаковые. Мы все любим, мы все вдохновляемся, мы все выплескиваем из себя эмоции. Кто как может. Художник через кисть, музыкант через музыку.
Вы часто бываете на фестивалях, очень таких ярких, значимых. Расскажи про самый необычный фестиваль. Самый необычный. Так. Ну, все они отчасти это же такое путешествие, приключение. Все потрясающие. Ну, в каких странах вы были? Были только в Польше, дальше не ездили пока, хотя Европа на примете есть. Были в Виннице, вот мне очень понравилась Одесса джаз. В прошлом году мы ездили. Очень организация просто высшего уровня, начиная от, ну, вот, организация именно как поселение и к музыкантам. То есть все, ну, вот, по минуткам, вот все рассчитано. И музыканты, которых возят фестивали, потрясающие. Я просидела на всех как зайчик, вот так вот. Я была просто потрясена, ну, очень классно. Ты что-то после этого привозишь новое конечно, в свой репертуар? Конечно. Ну, как, в свой репертуар, наверное, если кто-то меня прям так вдохновил, но очень классно в этой атмосфере быть, ну, вот в этой атмосфере, когда люди приезжают, и ты близко с ними, ты с ними там пересекаешься где-то в гостиницах, с кем-то пообщался. И, ну, это как такая тусовка, такая, не знаю, ну, творческая, энергетическая. Здалося, я будую стелю
сегодня на концерте. Что вы ожидаете от вот своего концерта? Ну, как всегда, прокайфовать самим, дать возможность прокайфовать всем, кто нас слышит. Отпустить. Вот музыка, она творец тоже, как и люди, через нас. И это тоже очень важный момент для меня. Расслабиться настолько на концерте, чтобы она творила через руки. И улавливать это, что происходит. Я очень хочу уже послушать. По поводу вашего будущего. Вот закончится концерт. Следующим этапом у нас... Так, сейчас, а ну где моя книжка? Дневник мечт, Ну, плотный целей. график. Я к этому стремлюсь, чтобы он был более плотный. Пока это организация, занимаюсь. Ты занимаешься менеджментом. организацией? Да, мы с Колей. Когда выйдет ваш альбом? Когда выйдет наш альбом? Когда? Это вопрос. Очень хочется, чтобы побыстрее. Очень. Вопрос чего? Денег, средств или Мы репертуара? ищем лейбл, с которым выпустить. В принципе, он уже сведен, вот только с лейблом нужно. Ну, у нас один есть на примете, это европейский. Возможно, мы с ним выпустим. Возможно, это будет самовыпуск. Ну, мы еще в раздумьях таких легких. Ну, как сложится. У нас всегда так. Мы даем запрос в космос, а потом только наблюдаем и отвечаем. Это некое желание, которое потом трансформируется в реальность, да? Происходит Постоянно такое так. часто, да? Вообще постоянно так Что происходит. нужно делать для этого? Ну, точно подавать трансляцию. Как? Ну, это требует... На самом деле я этому учусь сама сейчас. Это требует, первое, это ответственность за себя, за свою жизнь. Понимание, что все, что вокруг, это ты формируешь своим взглядом. Второе, это концентрация мыслей, что легко сказать, очень трудно воплотить. Но это для меня, мне это интересно. Это такой некий эксперимент. Я вообще люблю экспериментировать над собой, над сознанием, над телом. И меня это тоже вдохновляет. В вашей музыке ведь не только джаз, правильно, не только этно. Что еще? Ну, наверное, там симбиоз всего. Вот у нас 4 глаза, у Коли, у меня 2. То есть у нас... То есть Коля уже 4 глаза. У нас уже набор, то есть мы смотрим, я по-своему на мир, он по-своему. Вот уже бах, симбиоз такой определенный. Даже по стилям мы разные. Добавляется еще человек, еще 2 глаза. И вот это такой прям веер взглядов. Всегда ли сходятся ваши взгляды в каком-то вопросе? С Колей? Да. Это вообще категорично противостоящие противоположности. Но в этом и есть прелесть.
А какие бывают, вот, может быть, споры по поводу музыки? Конечно, постоянно. Постоянно в стилях или там вот, Нет, ну, споры. кто будет солировать? Кто солировать? Я буду солировать. Нет, я буду солировать. Жребий бросим. Мы уже находим разные точки соприкосновения, где мы можем найти общий язык. Ну, споры, конечно, есть. Но мы принимаем друг друга, как и в семье, так и в музыке. И стараемся всех музыкантов, которые приходят, не форматировать никого. Вот, ну, у человека есть свой взгляд. Он имеет право на это. Если вас соединила Вселенная, значит, пожалуйста, дайте свободу друг другу и творите вместе, ну, на какое-то время. Но решающее слово «за». Вот, я даже не знаю. Есть в каких-то нюансах, где, ну, не, я, конечно, могу там топнуть ногой, наверное. Но я не люблю этого делать, потому что это с моей стороны это контроль ситуации, а как должно быть, я до конца, я не знаю, что должно. Я иду за каким-то внутренним ветром, доверяю ему. Оль, спасибо тебе большое, что, несмотря на то, что сейчас вот такое волнение у тебя перед сценой, ты уделила нам время, и мы просто вам очень благодарны, что сегодня сможем стать частью вашего концерта. Да, я тебе благодарна, Лия. У вас потрясающая команда, очень классно. Кстати, мы с тобой забыли спеть. Давай споем. Давай. Бозторғай деген қош чоғы, жылғада олар юбасы. Бозторғай деген қош чоғы, жылғада олар юбасы. Жабын жапса сел алыр, ей абрым, жылап қалыр баласы. Yol yanında boztorğay, boylay boylay su içer. Yol yanında boztorğay, boylay boylay su içer. Yarım anda men manda, ey yavrum, cılay cılay gün gece. Cılay cılay gün gece. А на сегодня у нас все. Я надеюсь, вам понравилось. С вами была программа Джанглу Студио. Оставайтесь с телеканалом АТР. Слушайте хорошую музыку.